Результат деятельности межведомственной комиссии налицо. Структура госорганов изменилась. Главная цель этих шагов – переход от количества к качеству. Оптимизация предполагала не только сокращение дублирующих ведомств, но и искоренение бюрократических проволочек. В этом свете электронный документооборот стал эффективным инструментом. Эта задача легла на плечи нового Министерства цифрового развития. Это лишь начало масштабной задачи. Новые идеи в этом направлении уже предложены главе государства и кабинету министров. Некоторые ведомства упразднены, часть объединили. Также появились совершенно новые. В течение апреля мы все это проанализировали. Эта работа принесет свои плоды. Объединение ведомств усилит их эффективность. На сегодня в состав кабинета министров сотрудников набирают после аттестации. Подбор новых кадров также осуществляется строго на конкурсной основе. Эксперты считают, что следующим этапом необходимо реформировать саму суть учреждений. Для начала нужно набирать действительно достойных людей, благо выбор немалый. Необходимо внедрять передовые методики управления технологией. Это, например, в сфере бизнеса есть система KPI, которая контролирует то есть эффективность производительности труда. В государственном управлении ее тоже можно внедрять и даже нужно. Также хотелось бы отметить то, что у нас очень большое количество управленцев, именно государственных служащих. То есть исполнителей очень мало, очень много бюрократии и руководителей. Необходимо сокращать их количество, потому что нужно не только количество министерств, но и количество руководителей сокращать. Но при этом нельзя забывать, что это тоже наши граждане, которые тоже не должны просто так лишаться работы. Кандидат экономических наук Генешбек Алимбаев считает, что в этом вопросе нужен скрупулезный и тщательно взвешенный подход. Необходимо подбирать высокообразованных, целеустремленных и, самое главное, людей с кристально чистой репутацией. К примеру, Минсельхоз, где работало более 800 человек. Нужно думать и о судьбе тех, кто попадет под, так скажем, сокращение. Далее нужно стимулировать профессионалов, чтобы они смогли показать свой потенциал. На сегодня в Кыргызстане насчитывается более 300 тысяч бюджетных работников, каждый 347-й чиновник. Ежегодно на их зарплату расходуется около 48 миллиардов сомов. Улан Касенов, Тимур Садыгалиев, Ала-То 24.